Марк Леонидович, получается, вы в прошлый раз говорили, что за всем этим стоят большие деньги. Да, К вот нам они приезжал стоят. сюда... Вот, знаете что, Александр Михайлович, вот я только что перед отходом сюда взял газету, как мне всегда вырезки делают, «Мегаполис Экспресс». Руководство по эксплуатации бандитской крыши. Это речь идет о мафиозе, главном мафиозе Москвы. Его интервью сегодня. Ну, я вам скажу, пусть кто-то почитает. Ну вот что здесь вот я отметил для себя. Столичная мафия имеет отношение к чеченской войне, спрашивает корреспондент. Он отвечает, чеченцы пользовались нашими услугами, мы отправляли туда оружие, наемников. Далее он спрашивает, корреспондент, может ли мафия остановить эту войну? Может, если она сильно надоест нам. Но мы пока не лезем в эти передряги, потому что у нас большой финансовый интерес. Это уже открыто. А кто все это направляет? Кто передает секретные документы, которые вы направляете президенту? Кто борется с теми из чеченцев, которых вы считаете более или менее людьми трезвомыслящими? Кто все это делает? Александр Михайлович, я вам рассказывал в тот раз, мы вам с генералом Куликовым рассказывали, что Олег Иванович Лобов, приступив к деятельности представителя президента в Чечне, нашел огромное упущение финансово-хозяйственной деятельности. Слово «упущение» Это миллиарды. — это миллиарды. Вот. И незамедлительно последовал теракт на Лобова. Незамедлительно. Об этом же надо подумать. С этого надо начать, кстати говоря. Я не думаю, вы знаете, что я еще раз говорю, осуждаем все терроризм. Я еще раз говорю, и вы, и я. Потому что надо все-таки думать о слезах людей, которые в результате, так сказать, матери, там, жены, сестры. Вот мы позавчера приняли решение, скажем, оказать материальную помощь там, погибшим. Все, что у нас есть, отдадим, в конце концов. 26 наших солдат погибло, у них семьи. Еще У нас неизвестно, сегодня, сколько погибло ну, в я результате. пользуюсь только официальными данными.